Одной из самых почетных военных наград, медалью Суворова, наградили на этой неделе уроженца поселка Тимшер Усть-Кулумского района. Владимир Фаныгин прошел Сирию и Украину, был ранен, а после восстановления готов снова вернуться в строй, как те парни, что сейчас на передовой. Именно для них жители Коми собирают посылки, делятся всем, что может помочь им в нелегком ратном деле. О защитниках и их безусловной поддержке Анна Зубарева. Медалью Суворова наградили на этой неделе Владимира Фаныгина. Уроженец поселка Тимшер Усть-Кулумского района проявил мужество и отвагу при защите Отечества. Владимир пошел служить в 2017 году. За его плечами уже Сирия и Украина. С последней солдата встречали всем поселком. Слез было много пролито, и нервов много, конечно же, ушло. Надеялись на лучшее, ждали. И не давали себе подумать о плохом. На передовой боец получил внутричерепную травму. Сейчас восстанавливается. В планах продолжить работу в силовых структурах. Владимир Фаныгин желает мобилизованным и их родным всегда надеяться на лучшее. Конечно же, чтобы удача всегда была, чтобы все возвращались живыми, невредимые, чтобы родители не переживали, чтобы надеялись на лучшее, потому что надеяться всегда нужно на лучшее, и удача придет. Бойцы из Коми, которые отправились по мобилизации в зону боевых действий, поддерживают связь с семьями и подбадривают домочадцев. Вот и 23-летний ухтинец Анатолий Хлобыстов звонит домой почти через день. И каждый звонок для его семьи настоящий праздник. И главное – символ надежды. У нас там раз в 3 дня, наверное, у нас связь есть. Вот. И сейчас тоже ждем от него звонка, и это он как раз звонит. Сейчас тебя записывают на громкой связи. Ну, я хочу передать всем привет, для меня это неожиданно немножко. Всем привет. Анатолий получил повестку в числе первых в городе в конце сентября. Молодой человек с подросткового возраста состоял в юнармии и Федерации военно-тактических игр. Отслужил в армии, имеет соответствующую подготовку. Поэтому к такому повороту событий семья, как и сам Анатолий, была готова сразу. Солдат уже прошел боевое слаживание и сейчас находится на передовой. Настрой у него не изменился. В принципе, все держатся в основном позитивно, по-другому никак. Выполняем не спеша задачи наши, которые поставлены вышестоящим руководством. Вот недавно приезжал глава республики Коми, Уйба привез гуманитарную помощь тем, кому по некоторым причинам не получилось доставить. Вот я был из числа тех бойцов, так сказать, и могу тоже выразить большую благодарность нашему главе за то, что предоставил данную гуманитарную помощь, потому что очень сильно помогло. Тем временем жители Коми продолжают собирать гуманитарную помощь для наших земляков. Союз добровольцев Донбасса организовал пункт сбора в Сыктывкаре на улице Старовского. С самого утра люди несут сюда теплые вещи, фонарики, саперные лопатки и многое другое. Да, солдаты и без того обеспечены всем необходимым. Однако на передовой ситуации бывают разные, поэтому часть вещей в суматохе может потеряться. Знаете, хватает всего, но единственное, что в случае наступления, бомбежек и так далее, много чего из вещей исчезает. Понятно, нужны, опять же, рации, коптеры, ночные приборы, тепляки. Сейчас некоторые бойцы мне отдельно пишут, просят переходники на банки, кто-то еще что-то. Переходники на банки – это на армейском сленге адаптер для глушителя. А значит, нужно найти рукастого токаря, который сможет выточить такие детали. В это же время мастерицы Сыктывдинского района вяжут носки для мобилизованных. Такие теплые подарки собирают в районной библиотеке. Наши читатели, в том числе и сами мы, стали приносить как раз кто сам вязал, кто в магазине купил. Мы уже одну партию отправили. Сейчас как раз еще набирается. Мы не отходим от
своих гражданских позиций мы только за акции такие, потому что мы знаем, что кто, если не мы. Не могут оставаться в стороне и казначеи республики. Управление по коме передало уже очередную партию помощи через ОНФ. В акции «Все для победы» сотрудники ведомства участвуют добровольно. В этот раз собрали вещи для бытовых нужд. Туристические коврики, газовые горелки, баллоны, шуруповерты, бензопила. Именно то, что попросили сами парни с фронта. Каждый раз для нас это важное событие. Почему? Потому что и наши соотечественники, и наши жители Республики Коми находятся сейчас на передовой, и мы хотим, чтобы наша помощь была востребована и здесь, и сейчас, и она пригодилась. А не просто отправлена для галочки, что мы поучаствовали. С начала сбора ОНФ передал на линию огня уже 500 килограммов гуманитарки. В офисе Народного фронта в Сыктывкаре на Бабушкина 4 как раз то, что принесли неравнодушные жители Коми, и в скором времени будет отправлено. Берцы зимние и демисезонные, теплая одежда, рации, продукты питания. Там, на передовой, принимают все это с большой благодарностью. Бабушки приносят носки, мужчины приносят одежду, которую, вот, допустим, приносил нам сотрудник МЧС, там берцы 2 комплекта. Говорит, я уже закончил свою работу, у меня берцы лежат, ребятам они будут нужнее. Сотрудник-летчик принес тоже свою одежду теплую, которая выдавалась ему на работе. И он с теми же словами, что ребятам они будут нужнее, чем мне здесь. А у Выльгородской сапоговаляльной фабрики очередное ноу-хау. Предприятие готово обеспечивать участников специальной военной операции не только удобными теплыми берцами. В прошлом году здесь начали выпускать автоодеяла. Сейчас задумались, как использовать такие войлочные коврики в полевых условиях в зимний период. Первая экспериментальная партия уже уехала солдатам. Можно им и укрыться, и постелить. И это натуральная шерсть, которая греет, которая полезна и вообще можно применить в любом случае. Мы подумали, что там они понадобятся, и мы отправили образцы для того, чтобы их оценили, посмотрели их применение. И если потребуется, мы готовы к дальнейшим поставкам. В свою очередь, педагоги и студенты Сыктывкарского политехнического техникума шьют мягкие носилки для мобилизованных и теплые вещи. Фонд «Добрая республика» для этого доставил 240 килограммов ткани. Сегодня мы получили флис и фурнитуру для пошива толстовок для наших демобилизованных. Это вклад политехнического техникума в общее дело. Переживать за то, что собранные вещи могут быть не доставлены, нет повода. Например, на этой неделе Коми-рота получила гуманитарный груз от родной республики. Его собирали жители Коми, в том числе родные солдат. От них бойцам именные посылки, а внутри все, что сейчас нужно. Теплые костюмы, сапоги, берцы, пилы, рации, спальные мешки, продукты питания, лекарства и многое-многое другое, жизненно важное и необходимое. Так, нашли мы вот знаменитую Коми-роту. Вот ребята вот наши все стоят, передают всем привет. Привет. Вот привезли мы им вот гуманитарную помощь. Все, что люди вот собрали, передали. Вот мы все собрали здесь. Как рассказывают добровольцы, которые доставили груз до места, бойцы, получив посылки от родных, растрогались. А прочитав письма от детей, не сдержали слез радости. Обещали, что будут хранить их у сердца.